Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал о Турции и жизни в горной деревне. Сегодня у нас будет семейный влог. Сегодня вечером мой муж привез из другой деревни тепленькое, свежее коровье молоко. И я решила для вас записать рецепт по вашим просьбам, как я делаю сливочное масло из коровьего молока. Жирненького молока, свежего, из-под коровы. Сейчас буду в 3-литровую банку это все заливать. Не закрываем, прикрываем просто крышечкой и ставим его в холодильник. И оставляю его здесь на ночь. Утром покажу, что дальше. В Турции очень большой выбор, например, в супермаркетах сливочного масла. Но на самом-то деле стопроцентное, сделанное из молока, найти здесь очень-очень сложно. Потому что в этом масле будет все, что угодно, но только не молоко. У нас прошла ночь. Вот эти сливки поднялись. Осталось только молочко. Сейчас нам надо аккуратно, не тряся, ее оттуда вытащить. Нам нужно эти сливочки аккуратненько все снять и вот сюда в баночку отдельно перелить. Туда, если попадет молоко, ничего страшного. Оно все равно отделится потом, как ему надо. Теперь нам надо ее плотненько закрыть крышкой, чтобы она не выливалась. И вот будем делать что. И вот что будем делать. Только не вот так вот делаем, а именно вот так встряхиваем его, вот таким движением. Можно это делать миксером, но я не люблю. Потом по этому миксеру везде разбрасывается это масло, мне не нравится. Включайте, девчонки, музыку. Включай. И под ритм, девчонки, поехали. И вот так вот минут 20. Девчонки, я надеюсь, вы видите, смотрите, масло у меня отделилось, как хорошо. Это я мешаю его, ну, наверное, минут 15. Еще минут 10, и все, оно будет готово. Ну, вот, девчонки, наше масло очень хорошо отделилось. Сейчас будем его убирать. Ставим ситочку и сюда это все дело бросаем. Вот это молочко ни в коем случае никуда не выбрасывайте. Я, например, из него делаю блинчики. Переложим сюда его. И наливаем, обычно я сырую водичку наливаю с крана. Нам нужно его хорошенько промыть. И вот так вот ручкой мы его собираем. Оно не липнет, очень хорошо собирается. Девчонки, напишите мне, что у меня черные руки. Они у меня не грязные, они у меня после граната. Деткам чистила. Сейчас мы его ложим в холодильник, потому что ему надо немножко застыть, и чтобы водичка окончательно из него хорошо вышла. Из 3 килограмм молока у нас вышло 85 грамм сливочного масла. А вообще очень популярно в Турции сливочное масло делать из йогурта, из мацони. Из ферментированных кисломолочных продуктов содержит большое количество пребиотиков, органических кислот, что очень хорошо и полезно действует для тех людей, у которых есть проблемы с ЖКХ. Выглядит оно более белого цвета и на вкус с легкой такой кислинкой. Этим способом в основном здесь пользуются у нас в деревнях. Его готовят как с йогурта коровьего, так и с козьего. А этим способом, которым пользуюсь я, такое масло изготовляют в основном в стороне Караденис. Там отличаются коровы своей насыщенной породой и большой жирностью молока.
Это масло насыщенно желтого цвета, которое содержит витамин А, D, Е и К, а также содержит кальций и фосфор. Это масло я люблю больше, так как оно для меня содержит более насыщенный вкус, хотя для моего желудочно-кишечного тракта он очень тяжелый. А на обед я решила приготовить традиционный турецкий суп мерджимек, рецептом которым я сейчас с вами поделюсь. Вообще, культура турецких супов немного отличается от наших. Турецкие супы часто готовят на йогурте мацони и на закваске. Выглядят они пюреобразные и довольно-таки легкие, и насыщены мятой, паприкой, и чаще всего едят его с лимоном. Также турки супы могут есть прямо на завтрак. Нам нужно одну морковочку потереть на крупной терке. И в кастрюлю обильно налить масло. У меня здесь где-то 100 мл. Оливковое или растительное. И опускаем туда морковку. Немножко ее нужно обжарить. Пока наша морковка жарится, берем 2 стакана мерджимека и нужно ее, в общем, замочить, хорошо помыть. Немножечко оставим, пусть она помочится. Бросаем сюда наш мерджимек и тоже его немножечко обжариваем. Сюда добавляем соль. Немного черного перчика для вкуса. Самый главный важный ингредиент – это зердечал. Посмотрите, какой супчик у нас будет отличного красивого цвета. И сюда же мы добавляем брокколи. Немного. И заливаем все это водой. И оставляем вариться. Суп у нас сварился, и сюда добавляем кусочек сливочного масла. А сейчас самое главное, его нужно отблендерить прям в однородную массу. Вот это у нас получается желтый супчик за счет вот морковки и зердечала. В идеале этот супчик подается с 1 долькой лимона и с сухариками. А после я решила проведать мою турецкую свекровь, так как она уже практически поправилась. Это называется кадаиф. Это то, что в Дубае чоколада засовывают вовнутрь, начинку. А вот это их оригинал, в общем. Ее продают здесь прям в сухом виде в магазинах. Потом просто заливаешь сиропом и все. Не успела она выздороветь и сразу принялась за работу. Кстати, вы у меня спрашивали, готовим ли мы турецкий пейнир из козьего молока. Да, козий сыр мы делаем. Кто не видел рецепт, я здесь оставлю в описании ссылочку, обязательно посмотрите. А также мы его продаем. У нас есть свой инстаграм-магазин деревенский. Здесь тоже оставлю вам адрес. Юмшечка. Bunlar büyük oldu. Kesip de tuzlayayım.
Прихожу домой, и нам доставили посылку из Тему. Это типа как в Валбере, Алиэкспресс, такая же сеть здесь есть по Турции. Но на данный момент сейчас там запретили продажу и ввоз в Турцию. Это чемоданов, детских игрушек и третье что-то еще, по-моему, если я не ошибаюсь, обувь. Девочки, не бойтесь там брать. Давай, открывайте. Там есть очень выгодные вещи, которые стоят на полцены. Налог там платится 60% от стоимости. Вот у меня, например, посылка вышла на... Сколько она у меня вышла? На 1100. И плюс еще 400 сверху мы заплатили. Но это стоит того. Вот это кроссовочки. Точно такие же, как было показано в их рекламке. Видео, фотографии. Точно такой же. Сейчас будем мерить. Надеюсь, они мне не маленькие. И вот такая сумочка через плечо. И делается как рюкзаком. Ну, тоже точно такая же, как и было в фотографии. И вот такой дочке купальник для балета заказали. Нормальные купальники в Трендиоле я смотрела. Там 1000 лир стоит. А мы его сколько взяли? За 250. Ой, очень хороший даже. Качество у купальника тоже отличное. Тянется, прям хлопок такой. Класс. Я довольна покупками, только сейчас будем мерить кроссовки. Пока эти дни у нас погода была теплой, солнечной, мы решили с детками прогуляться в центре. Мы тут пока гуляли, встретили вот такое дерево интересное, с такими интересными шариками. Да? Можно дома из них что-то сделать. А ну покажи, какие шарики у тебя. Ну-ка. Вау. Их если покрасить, да, и дома где-нибудь повесить. Я красу буду делать. У меня сын нашел такую интересную машинку. Прям там настоящие, как будто макарушки. Салат. Прикольно. Решил сфотографироваться тут. Вкусили и хотим теперь выбросить мусор. Но еще одна проблема в Турции. Это в том, что здесь нет мусорок. Посмотрите. На той стороне ни одной мусорки. Там поблизости тоже, в общем, девчонки, я не знаю. Конечно, кто захочет таскать мусор, если нет мусорки? Выбрасывают черти куда, вон и живем здесь, в общем, в сраче. А и такие самокаты дают. Прикладываешь свой паспорт, кимлик, и берешь такой самокат на прокат. Идем, идем. Вот здесь тоже целая улица и ни одного мусорного бака. Казалось бы, остановка, ну точно должна быть. Нет, опять ни одного мусорного бака. Мы уже прошли километр, и пока он нигде не светится. Мы с детками пошли и встали в очередь в кинотеатр, так как у нас местная мэрия в честь каникул решила организовать бесплатный кинотеатр для всех желающих деток. Посмотрели фильм двухчасовой и пошли прогуляться, где по пути мы встретили благотворительный обед. А вообще эта тема в Турции очень популярна и является частью турецкой культуры, о которой я рассказываю и показываю, как мы готовим этот благотворительный обед у нас в деревне. Кто не видел видео, обязательно посмотрите, здесь оставлю ссылочку. Как раз мои дети проголодались, и мы решили присоединиться к этому обеду. А здесь прям в самом центре города раздают, тоже делают благотворительный обед и раздают рис и айран. Каждый желающий может подойти и покушать. Ну что вам дали? Почему? Все кушают, а почему вы? Ну ничего, скажи, нет, я возьму, ничего страшного.
А в конце дня мы пошли к моей подружке, которая приехала из Германии с отпуска и привезла нам маленький подарочек. Такие вкусняшечки, они у нас в Турции в 2 раза дороже, естественно. Так что мы будем пробовать их первый раз. Маршмеллоу тоже совершенно не похож на то, что у нас в Турции. А это что, гель для душа, мне вроде сказала. А это какая-то натуральная губнушка. Она даже пахнет... Она даже пахнет этим травками зелеными. А это у нас мусс. И вот такая штучка. Сказала, что вроде как надо вешать и складывать туда все, что хочешь. Спасибо большое. Если вам было полезно это видео, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. А также не забудьте поделиться с друзьями, так вы поможете каналу развиваться. И не забудьте оставить комментарий, так как ваше мнение для меня очень важно.